Эти самодельные знаки можно будет увидеть на улицах Якутска там, где отсутствуют светофоры, дорожные переходы и предупреждающие знаки, в особенности на участках дорог, расположенных в непосредственной близости от школ. Я думаю, что и это обратит внимание властей. Вот нам ГАИ помогает в этом плане, чтобы проблемы вот этих участков рисковых, опасных, опасных особенно для детей, ну, была проблема эта решена. Однако не только школьникам вредит отсутствие пешеходных дорожек. После ремонта участка дороги на улице Стадухина выяснилось, что расположенный рядом республиканский наркологический диспансер также испытывает ряд проблем. Убрали нас пешеходную дорожку, стало неудобно ходить. Люди некоторые у нас в возрасте, дети ходят. Это очень опасно здесь ходить, тем более здесь сейчас двухстороннее же движение сделали. Госавтоинспекция, между тем, готовится к наступлению нового учебного года. 1 сентября тысячи детей выйдут на дороги столицы, чтобы отправиться в школу. Безопасность детей в этот день и во все другие дни зависит не только от сотрудников госавтоинспекции, хотя практически 100% личного состава 1 сентября и в первые дни учебного года выйдет к образовательным учреждениям и будет нести там дежурство. Активисты Народного фронта помимо установки знаков разместили в школах Якутска баннеры, напоминающие детям о правилах дорожного движения. Также плакаты появились и в некоторых маршрутных автобусах города. По словам сотрудников ГИБДД, с начала этого года произошло уже более 80 ДТП с участием детей. Подобные акции призваны снизить аварийность с детьми, тем более что на носу новый учебный год. Евгений Заборовский, Лорен Федоров, Вести, Якутск.